Наше время требует современных профессий. Нужно осваивать новые сферы и технологии. Пора познакомиться с биоинженерным направлением. В Уфе на базе Уфимского государственного нефтяного технического университета проходит мероприятие, посвященное биомедицине. За этой профессией будущее, она уже активно внедряется в нашу повседневность. Я видел очень много объектов, которые напечатаны на 3D принтере. Получается, что-то из этого будет использоваться в медицине? Да, в медицине можно много чего использовать именно напечатанного на 3D принтерах. Например, если считать маску, это она что же напечатана? Собственно, это защита от всяких вирусов. Она у тебя максимально крутая. Можешь поподробнее рассказать, как ты ее делал? Да, без проблем я ее даже сниму. Собственно, эта маска была найдена мной в интернете. Я ее немножко модернизировал, потому что был нужный формат для меня. В рамках встречи проходят мастер-классы, посвященные внедрению новых технологий в медицину. Например, при операциях будут помогать роботы, чтобы соблюсти точность. А про беспроводные датчики для человеческого мозга и 3D-печать износившихся органов наверняка слышал каждый. Теперь же все реально. Как вы задействованы на мероприятии про День биомедицины? С помощью очков виртуальной реальности мы можем посмотреть детальное строение скелета. Вообще виртуальные технологии, они очень круто подходят для обучения. У парней есть свой инста-аккаунт, там они делятся напечатанным. Здесь, в точке кипения, действительно становится видно, что наука это модно, и год от года мои сверстники все больше и больше идут в эту сферу. Егор, 3D-принтеры это очень современно, и я смотрю, вы этим очень хорошо занимаетесь. Что вы в основном печатаете? Вот как раз таки у нас один из недавних проектов. Мы делаем костюм человека железного. Вот, и пока напечатали голову, еще несколько деталей, то есть рука, но она не собранная, к сожалению. А можно примерить? Конечно. Так, тогда подержи. Она на магнитиках, тут, ну, в принципе, тебе и так пойдет, да. Замечательно смотришься. Впервые живую клетку организма напечатали в 2003 году, а в 2011 году это направление в технологии получило название биопринтинг. С этих самых пор светлые технические умы всего мира соревнуются за точность печати, а врачи к тому, чтобы напечатанный биоматериал широко использовался и служил на благо людям. Это настоящая точка кипения. Здесь бурлят мысли, генерируются новые идеи. Будь в центре всего нового. Никита Гуров, Станислав Птица, специально для Горы новостей.